С 2020 года на территории Жамбылской области реализуется проект «Мейрам». Согласно его концепции, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, закреплены за руководителями госучреждений и представителями бизнеса. О ходе его реализации рассказали на заседании в главном здании области. Если в области 1194 ребенка находятся на семейном воспитании, то 137 несовершеннолетних воспитываются в 4 учреждениях. Вместе с тем, здесь принимаются и дети, чьи родители оказались в сложной жизненной ситуации. Приводят к нам детей на время. Поступает из семей с низким социальным достатком. С родителями работают юристы, социальные работники и педагоги. Совместно с управлением образования изучаем их состояние, оказываем помощь при необходимости. В течение года специалисты анализируют обстановку, материальное положение и климат в семье. Первоначальная цель здесь – вернуть ребенка в семью, делятся специалисты. Социальный работник, юрист. В рамках проекта «Мейрам» заключается трехсторонний договор между ребенком, банком и спонсором. Однако главная цель данного проекта не только оказание материальной помощи, но и участие спонсора в жизни ребенка, делятся организаторы. Некоторые спонсоры действительно отнеслись к этому правильно. Они взяли под опеку этого ребенка, они знали этого ребенка, они знали его историю, они с ним разговаривали. И они понимают, что когда исполнится 18 лет, спонсоры вместе с подопечным могут прийти и использовать эти деньги для приобретения жилья. Потому что вы сами видите, 20%, которые выдавалось арендное жилье, оно не охватило всех детей, которые выходят во взрослую жизнь. По данным специалистов, на сегодняшний день на счета 1331 ребенка, открытые в Отбасыбанке, перечислено более 48,5 миллиона тенге. Эти средства дети могут потратить на свои нужды по достижении 18 лет. Сколько бы денег не было собрано, главное, чтобы они шли на нужды детей. Хоть 100 тысяч, хоть 1 миллион. Поэтому я и спрашиваю постоянно. Мы должны контролировать данный проект. Диана Ганикызы, Мейирбек Сооронбай, Аймақ.